Это будет мое личное мнение, то, как я вижу современное образование в Республике Абхазия. Я практикую уже 6 лет, 3 года из которых я являюсь руководителем Алхазыкской средней школы номер 1 и являюсь также по совместительству, так скажем, выпускником этой же школы. Если говорить о проблемах образования, конечно, их много. Для начала я бы хотел начать с проблемы абхазского языка в целом, потому что мы знаем, что и в интернет-пространстве, и на телевидении, и в обществе везде эта тема обсуждается, и проблем, связанных с этим, очень много. Если мы послушаем ведущих специалистов нашей республики, это заслуженных учителей, языковедов, то мы можем услышать разные мнения, различные, причем в основном противоречивые мнения. Кто-то говорит о том, что сегодня все зависит от семьи. Я приведу простые примеры. Если мы возьмем абхазские школы, то это абхазская школа с обычной абхазской программой. Конечно же, там могут быть и плюсы, и минусы. Это уже языковедов касается, филологов, которые разбираются в этих тонкостях, и они должны будут предлагать свое видение. Мое видение таково, что в целом, если мы возьмем все школы Абхазии, абхазские, русские, армянские школы в том числе, то мы увидим одну закономерность, что если вы возьмете русскую школу, то начиная с 1 класса по 11 класс, там все говорит о Российской Федерации сегодня. Сегодня мы с вами знаем, я думаю, если поинтересоваться мнением и психологов, что возраст дошкольный и школьный возраст с 1 по 5 класс – это тот возраст, когда ребенок все впитывает в себя, ну, в буквальном смысле как губка, да? И впитывая знания, которые мы ему даем, что именно он впитывает? Когда учитель преподает в классе, он же не только дает знания, он и воспитывает детей. Какую программу сегодня мы имеем в русских школах и в армянских школах? Мне этот вопрос меня очень сильно интересует, потому что если вы возьмете программу с 1 по 5 класс, я в русской школе руководитель, я сейчас скажу о русской школе. Если мы возьмем эту программу, то сегодня только предмет под названием абхазский язык говорит об Абхазии. Если мы возьмем основной предмет, ну как основной предмет, в качестве основного предмета это окружающий мир, который всесторонне пытается развивать ребенка, то вы найдете темы «Моя страна Россия», «Моя столица Москва». Я ни в коем случае, это очень тонкий и сложный вопрос, ни в коем случае не хочу и говорить о том, что Россия это плохо, или какая-либо другая страна это плохо, или их культура. Нет, она достаточно богатая. И это хорошо знать другую культуру, соприкасаться с ней, познавать ее в сравнении. Но когда мы сегодня на культурном уровне ребенку даем все примеры, решение задач, все связано с другой страной, после этого мы настаиваем на том, чтобы ребенок изучал свой родной язык, у него как минимум возникнет вопрос: а зачем мне нужен этот абхазский язык? Если я не поступлю в Абхазский государственный университет, я отправлюсь в российские вузы, я окончу и там же устроюсь на работу. Это серьезные вопросы, которые может сегодня задавать молодой человек. И какие у нас ответы будут на это же важно. У нас все школы должны быть абхазскими. То есть не должно быть разграничения. Русская школа, армянская школа, абхазская школа. У нас все школы в Абхазии абхазские. Только после этого мы уточняем. Абхазская школа с русским языком обучения. Армянская школа или абхазская школа с армянским языком обучения. Когда мы так говорим, что мы имеем в виду под этим? Мы имеем в виду, что в этих школах изучается язык. А культурное влияние, оно и без того, мы видим и географически, все, оно и без того идет. И интернет, это все, интернет границы размыл после появления интернета. Но мне кажется, вы представляете себе ребенка,
Вот я статистику простую проведу. Вы представьте, вот у нас за 2018 год только в Гагарском районе выпустилось 266 человек. Если я не ошибаюсь, 266 человек. Из них просто возьмем условную цифру. 100 человек – это выпускники русских и армянских школ. Я ни в коем случае не утверждаю, что это не патриоты своей страны, они не знают ни абхазского языка, ни нашей культуры. Знают, но в основном благодаря своим родителям. И вот здесь вопрос семьи как раз-таки он возникает. Но почему сегодня, когда у нас есть все возможности для того, чтобы вводить свою программу, нам нужно 26 или 27 лет? Вы представляете, это какой промежуток времени большой. Хочу сказать о сложившейся практике. Я не говорю о теоретическом аспекте. О нем можно без конца говорить. Практика такова, что сегодня есть некоторые ребята, которые обучаются в начальной школе и в среднем звене. Наши же абхазцы, об этом надо говорить, что по программе в русской школе абхазского языка некоторые наши абхазские дети не могут перевести. Они не понимают. В русских школах. О чем говорить уже про абхазские школы? А как я могу говорить уже о ребенке другой национальности, который вообще не владеет, не является носителем языка? Как ему сложно? Ребенок обучается 9 лет, получает аттестат, возникло желание продолжить обучение, пожалуйста, 10-11 класс. Да? После 10-11 класса, то есть он в 9 классе сдает экзамен, он в 11 классе сдает экзамен, потом, когда он поступает, еще раз сдает экзамен. Когда мы говорим об образовании, а в первую очередь, когда мы говорим о ребенке, мы должны всегда учитывать психологию ребенка. Сегодня ребенок, начиная с дома, заканчивая улицы, школы, он слышит только одно: ты должен, ты обязан, ты должен, ты обязан, ты должен. Нет такого свободного течения, свободного плавания. Я согласен с тем, что нужно контролировать ребенка, но при этом он должен понять, что это ему нужно. Должно быть сознание. Что я предлагаю в связи с этим? Я предлагаю, рискну, отменить экзамены в 9 классе. Я предлагаю, может быть, к переводному абхазскому языку с 5 класса добавить математику и русский язык, допустим, или абхазский язык. Это и так они и без того сдают. Русский язык или историю. Плюс 2 предмета. Либо, пожалуйста, можно и без них обойтись, да, на усмотрение специалистов и так далее. В 9 классе, пусть получат аттестат все. Но при этом теперь возникает риск, что из России начнется поток. Так ведь? Так принимать у них экзамен на соответствие уровня и так далее. Они приезжают в другую страну, они переводятся, пусть сдают экзамены. Сдают экзамены, продолжают обучение и на таком же основании, на общем основании они получают аттестат. Далее идем. Те дети, которые хотят продолжить свое обучение в 10-11 классе, они должны будут сдавать экзамен. Именно те, которые хотят в 10 и в 11. В 11 классе должна меняться система. У нас существует Абхазский государственный университет. Я не говорю за частные образовательные учреждения, Абхазский государственный университет, но не зря же он называется государственным. Я так предполагаю, что он называется государственным, потому что государство заинтересовано в максимальном привлечении своих граждан, детей для того, чтобы... Это будущее нашей страны, да, будущее нации. Для того, чтобы дать им образование, обучить, а потом предоставить им работу. В 11 классе я предлагаю, чтобы Абхазский государственный университет потрудился немного и спустил за год или за 2, это уже тонкости, их нужно обсуждать, перечень вопросов, допустим, юридический факультет, экономический по факультетам, а ребенок в 10 классе уже начинает искать себя. Он уже знает, куда он будет поступать. И сдает в школе этот экзамен, и все. Он принят в вуз. Он принимается в вуз. Теперь вопрос. Так сложно отчислить ребенка из университета в случае, если он не оправдал надежды.
Почему у нас разграничение существует? И я так предполагаю, что достаточно еще и завышенные требования в Абхазском государственном университете. И потом идет вопрос, что школы наши не обучают. Да проблема в том, что школа и университет оторваны друг от друга сегодня. Предлагаю применить метод зеленой жатвы. Такая практика введена в Европе в основном. Вот в Абхазском государственном университете я обучаюсь, скажем, уже на 3-м курсе. Год осталось до моего выпуска, и тогда это не обязательно государственные органы, структуры, в том числе и коммерческие, делают запрос в Абхазский государственный университет, что они нуждаются в таких специалистах. Абхазский государственный университет, перечень детей, которые обучаются на отлично, на хорошо, это тоже тонкости, с этим надо разбираться, предоставляет перечень детей, выпускников по текущим соответствующим хорошим оценкам. И этих детей уже заранее берут на работу. Сперва на практику, а потом уже на долгосрочную перспективу. Тем самым мы не потеряем уже выпускника, который подумал, что в Абхазии он ничего не может, он уезжает в Россию, опять-таки, или в лучшем случае, конечно, в Европу. У нас существует элементарно шумевший вопрос, с детской столовой, со школьной столовой, когда человек вложился. Я в это особо не вникаю, но проблема же существует, проблема, она у нас есть на виду. Хотелось бы, чтобы ее комментировали, и общество тоже понимало, и руководителям на местах, чтобы мы понимали, как нам дальше действовать. Во-первых, нужно определиться с тем, имеем ли мы право сдавать в аренду объекты именно под столовую и так далее, и так далее. Если имеем, то какая нормативная база будет существовать? Это, конечно же, и в законе об образовании должно быть отражено, я думаю. Это не должны быть локальные акты. Я считаю, что закон об образовании должен нести исчерпывающий характер. То есть там должно быть все. Почему бы нет? Зачем эти локальные акты, потом принимать их, отменять их? Это всегда будет. Далее, касаемо детского питания. Я предлагаю либо в масштабах республики, либо точечно при отделах образования создать отдел детского питания. Отдел детского питания, который будет поставлять продукцию в детские сады, дошкольные учреждения и в школы в том числе. Какие плюсы в этом? Первый плюс, во-первых, вы контролируете качество. Вы контролируете напрямую качество. Вам не нужно ходить по школам, по детским садам, выявлять, с кем они заключили договор, или чтобы они этот договор предоставляли мне в отдел образования. Не нужно. У меня есть договор только с одной организацией, которая поставляет всех. Плюсы для этой организации. У нее оборот будет соответствующий. И было бы здорово, если в каком-то процентном соотношении это поступало бы еще в бюджет, доход, бюджетную часть города, района, республики. И за счет этого можно поднять заработную плату специалистам в отделе образования. А сегодня такая проблема существует. Классный руководитель получает до 500 рублей, если до 15 человек у него в классе. Если свыше 15 человек, тогда он получает 800 рублей. Я могу ошибаться, но несущественно. Там сумма примерно такая. Теперь представьте, классный руководитель заполняет журналы, проводит родительские собрания. Не дай бог, это же документ финансовый, не дай бог он допускает там ошибку, выговор от руководства, соответственно. Ребенок сбежал, не пришел на урок. Почему не пришел? Он болел, справки, соответствуют ли его пропуски. Все это ведет классный руководитель. В нагрузку к часам, к своим часам он еще и преподает. Как минимум, просто язык не поворачивается порой сделать классному руководителю выговор за то, что он где-то не доработал. Они сегодня свободно откажутся от классного руководства. И нам приходится просто их просить, пожалуйста. Мы стараемся, мы работаем с тем материалом, который у нас есть. Я не могу сказать, что я беспомощен и так далее. Нет, мы работаем. Мы работаем в стандартном, обычном режиме. Но вопрос в другом. Как долго мы сможем это делать? Насколько еще 26 лет?
Я знаю, что за год ситуацию не изменить. Но для начала возьмем также школы, которые близко расположены к морю. Ведь можно развивать там и коммерческую составляющую. Почему нет? Вы предоставляете на летний период, организуйте детский отдых. Очень много инвесторов, которые хотят вложиться из России, приезжают из Российской Федерации и просят об этом. Но там существует ряд подводных камней, они как бы потом за это не берутся. Есть точечно, где школы развиваются за счет лагеря. Боремся за талантливого человека. И не только за талантливого, за каждого ребенка в нашей республике. Мы, наверное, скажем, в угоду всем или несмотря на все преграды, которые существуют, сложности, мы делаем все возможное для того, чтобы не упустить вот этот интеллектуальный потенциал. Ведь это же большие риски на сегодняшний день. Сегодня у нас риски не только государственных границ, но именно этого интеллектуального потенциала. Есть утечка умов, утечка кадров, умов, а если они уходят, то как нам дальше быть? Мы все школы и университет в том числе в первую очередь заинтересованы в будущих кадрах, в молодом поколении.